Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире информационно-аналитическая программа «Неделя». В студии Асхаб Зазылаев и в начале выпуска коротко о главном. Возрождение спустя десятилетия. В Веденском районе открыли восстановленный историко-архитектурный комплекс «Хой». Тяжело в учении и легко в бою. В Российском университете спецназа прошел турнир по тактической стрельбе. Участвовали команды со всей страны. Наши спецподразделения показывают хороший уровень, и мы можем быть 100% уверены, что и МВД, и Росгвардия, и все структуры будут выполнять все поставленные задачи на высшем уровне по обеспечению безопасности нашего государства и народа. Самый безопасный и развивающийся город страны. Чеченская столица скоро отметит 202-ю годовщину со дня основания. Когда команда Рамзана Кадырова взялась за строительство и города, и республики, уже 100% появилась уверенность, что город будет отстроен очень быстро. Так оно и случилось. Глава Чеченской республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джумуа намаз в мечети имени Хамзата. Да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Аслан Абдулаев. Байлт абус бухт бу ал билгал бэкэн бу далах ижэйно билгал бэкна цааш вай қоуми буқ байла бюассина бут хылайыр сафар баттаха вай қамма махкақ дэкэн бут буйыр сафар байл бус бут бу алла дүйцүш хылча дэйлах байлах лыр муулур варти алла уал қойлу бусулстыг хал хийцар دول حلر در ويكر عخلر بالقلداق ده القوم دول حل خيصر دات قام مشاش حل خيط صلت ما احسن وي برغتو نعدل برغتو ده دع ايريات وي ده الخاستن بشملدو ده القير تحوي ملدو بال طبي ان بلا بال دعي بيربات وي شادر شتوب ندير زلت ده لحسدلت По завершении проповеди прозвучал призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили намаз. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего и совершением вирда. Стрельба по статичным и движущимся мишеням, эвакуация раненых, штурм, биатлон. В Гудермесе на базе Российского университета спецназа прошел 8-й открытый чемпионат Чеченской республики по тактической стрельбе среди силовых подразделений. Все испытания основаны на реальных спецоперациях. Особо отличился полк имени Ахмата Хаджи Кадырова. За выступлением наших бойцов следил и глава региона. Слово нашему корреспонденту. Сила воли, дух, командная работа. Это точно про них. Однако, какое спецподразделение обладает этими качествами лучше других, выясняли в Российском университете спецназа. Около 500 военнослужащих со всей страны в составе 40 команд приняли участие в 8-м открытом чемпионате по тактической стрельбе. Он посвящен памяти первого президента Чеченской республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Четыре дня команды соревновались в различного рода упражнениях. Это эвакуация раненых, ночной бой, биатлон, штурм, рейд на баги и многое другое. Условия максимально приближены к реальности, а сценарии разработаны на действительных спецоперациях. Получили опыт для дальнейшего развития, поэтому я думаю, такие соревнования проводить полезно, чтобы был обмен опытом, чтобы люди видели другие тактики, видели другую экипировку и стремились, сделали что-то для себя и развивались в данном направлении. Последний 4-й день вне основной программы прошла эстафета «Дуэль». Бойцы соревновались в стрельбе по статичным и движущимся мишеням. Лучший результат показал полк патрульно-постовой службы полиции специального назначения имени Ахмата Хаджи Кадырова. Глава республики Рамзан Хаджи Кадыров высоко оценил уровень проведения состязания и подготовку бойцов. Он отметил, что Российский университет спецназа способен проводить мероприятия любого уровня. Наши спецподразделения показывают хороший уровень, и мы можем быть 100% уверены, что Росгвардия выполнит любую задачу
и МВД, и Росгвардия, и все структуры будут выполнять все поставленные задачи на высшем уровне по обеспечению безопасности нашего государства и народа. Здесь же главе республики продемонстрировали бронемобиль, который поступил на вооружение. Вы нам поручали, и сказали нам сделать акцент на бронированной технике, чтобы личный состав у нас перемещался на бронированной технике обязательно, причем в разных условиях. И вот мы по вашему поручению сейчас закупаем новейшие образцы бронированной техники. Вот по вашему поручению мы закупили сейчас машины «Буран». Их сейчас опробировали, и они отвечают всем требованиям тех задач, которые вы ставите перед подразделениями. И сейчас вот также по вашему поручению мы приобрели вот эту машину из Казахстана. Вот сейчас будем также ее опробировать, проходить апробацию полностью, обучаться на ней кататься, ездить, выполнять задачи. И после этого доложим вам полностью, как она ведет себя. Уже вечером в Доме торжеств София состоялось награждение победителей. По итогам соревнования 3-е место занял специальный отряд быстрого реагирования «Рысь» из Москвы. 2-е место удалось взять сотрудникам СОБР «Халзан» из Республики Крым. Кубок и медали им вручил заместитель директора Росгвардии Юрий Бабкин. Кубок за 1-е место из рук главы республики получил отряд «Витязь» подмосковного города Балашиха. Они продемонстрировали наилучшую тактическую и физическую подготовку. Награждается войсковая часть 3179 «Витязь». Особо отметили здесь и выступления чеченских команд. Они участвовали вне зачета, но показали высокий уровень подготовки. Шамиль Эрсанбиев, Хаджи Мудая при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. В Веденском районе состоялось открытие историко-архитектурного комплекса «Хой». По поручению главы региона древнее городище, датируемое XII-XIV веками, восстановлено. Сегодня вновь ожившее селение стражников предстало в первозданном облике. В торжественной церемонии приняли участие почетные гости, среди которых и Рамзан Хаджи Кадыров. Шамиль Эрсанбиев расскажет подробнее. Поселение стражников Хой ожило спустя десятилетия. Сегодня здесь вовсю играет лезгинка, горят костры, а многовековые башни в первозданном виде охраняют покой города. Восстановленный Хой принимает гостей с раннего утра. Атмосфера праздника чувствуется в каждом дворе. كردير زوغير شويق كياغو بيشويق مسارة دائما بعرزدين مقدين عرجدين لا تنخير هلمنا شلير مي باتش وأحمد حاج دال ديغل ويل دال غازت قابل دويل تن بيركتي ومخ حبارجنش أحدقوش بولش نيق وديل ديل خيط قال لم شلير مي باتش حست خسيبشان يولش خينا حغير قار خوي مت خوش يولش خينا قدي عرسي عرها شامير عدون سيد حال خريوه خين داس قسن يولش خينا حق بيتش انترست نخيلر يغوا لوش ويل خير بوغ سات نا خبر شيز يولو لير مي باتش تخينا تحوال داوش تح داخل تسويش دقيسا لاتنيوار متكش يحيى تشناخ تح داوس متكلخ غيرت لير مي باتش هو مخ داوي خايتن تعشى مسو خناق داق مسو تدمي هو مسو دعسق يستن بولج تولجيت احداوي خايتناح يتولج تبيلر تسن بحنات يحتون دوزي تاغير تلير مي باتشوها و دال خون ديكنز بيقم بويلا دال هو قوم ماتريالني ني ماتريالني شيء اور استوريسكي كولتورنا نسلي دي لريا راح بيش بالبولخ تحير استوريشكاح بسر بوش دشو مونشكاح ياز بير بوش بو لير مي باتش تاق توخلورش اخو خويا حلبي انشخيناح هو اتبريتشو على دم خان يولش خيناح بتاير هو نو ياتلوش отцул хылмет кшер богштит соклел чарахар тагым хызыл дахветнар. Это поселение, по словам историков, было неоднократно разрушено в ходе нескольких исторических сражений. По поручению главы республики Рамзана Хаджи Кадырова велось его восстановление. Он вместе с соратниками пришел на открытие в национальном костюме, тем самым отдавая дань уважения этому месту. يقال ويديشتو دلح تساوي دون ويقوم داخل دون ومخ داخل ويقوم دون انت داخل دون
شي قوما مخي دولادش قرط زام دون يعني دون اس دقردن شرشكح دائم ليتش لوي دائما نادونه واخير دون واخير تربوخدو تنخ ولم دش حالهن داخن هين توقع خوي يورت هنديو هميلج خلج متايو ميل مخبولج متايو خين نيق انا مصو متادو خلج متايو خر نوchtشنسلار دون نيس متشكح عرج لات نشدوش واخش دون تيركشدوش خشدوش متا парахт бах дон. Долгое время велась кропотливая работа, чтобы каждый камень стоял на своем месте. Рамзан Хаджи Кадыров в своей речи отметил: без знания истории предков невозможно построить будущее. خير ترشخل دادلج ويومت واتو يشيات باق ويدون شاخيل ما يزر دون مسومت باش عصوارا بغلغالوش شي هورت اوغدون بورسبوت اوغدون حاقول بسلاتر حابقس انيش وي ديدون بخبول يورت دون وي متواتيشي إيشين ترن ديشتو باق تارم وي ماجيك وي ترن ديشتو باق سونا ملا دون история вис Ahmed Hacı'nın yapbis, mecik diyeş, bayınç diyeş, alnış yurt diyeş, admi dağır meriş dolş, din çığlık çağluş dolş, davettir el, it istoriya, şeyh iş doş el çelak şık milodon, dal dual vağlaqsun, Ramazan dağloç var mecik diyeş, Kur'an andoç, sünnet din diyeş, şidayım vakitler diyeş, var el dal dual وغان تعيازي شو تبت خلاء سونا وقوي شو تشوك دون سونا بوصل بات صغير. Восстановление истории предков – благородное дело, за которое будет награда от Всевышнего и его довольства, отмечает муфти республики Салах Хаджи Межиев. Вай тарих, вай истории, вай дай дагбах кечдалум, вай дай дахар дагдай чдалум, вай дай қоначал дагай чдалум, цер бусул банал дагай чдалум, цер хэгдол қадагдай чдалум. ترغيل كمارشو حاشدة تلاتر انت وي دويل دلشان حقوردو قوين استايبانا وي داغر دين دولش دولهما إذا ديل يريال يولش ناغير بركال دولش بوق ديل ريز ولش بول بويس سون ديرا وزخل ولش ول ديل ريز غيلا قون وزخل ول ديل ريز غيلون يوغا ديل ريز غيلا قون ديل يلشا عليه الصلاة والسلام وي أستاذ حاجي حيدانا قام Прочитав дуа, глава региона вместе с муфтием открывают главные ворота историко-архитектурного комплекса Хой. Воздавая хвалу Всевышнему, старейшины под руководством муфтия прочитали мавлид. Здесь отреставрированы 136 жилых помещений, 37 арочных загонов, 2 боевые и 4 полубоевые башни. Учитывалось все, чтобы сохранить историческую ценность объекта. В каждом из подворий восстановлены фрагменты быта чеченского народа. Это прием гостей, свидание у родника, заседание совета старейшин и битва воинов. Центральным событием торжества стал ежегодный республиканский фестиваль-конкурс парного национального танца Нохчин Хелхар 2020. Участвовали танцевальные объединения районов и национальные ансамбли. За первое место исполнители получили 500 тысяч рублей от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. За второе 300 тысяч и 200 тысяч за третье место. А артисты ансамбля Нохчо стали обладателями гран-при фестиваля и 1 миллиона рублей от фонда.
عادة مصمات خلقر سي جوي شدوك دون نوخشل بوخ شتول شو معناه إذا كولتور دشن دون مصم شدوك عشان عايز نوخش ما ترتين ما عندي يعني كولتور دوش داتس مص كولتور دشن مصم شدوك دون إذن النوخشل بوخ شدوك شدو شادريك دين ميرال كوميرش وغلق يا يح نيت مصم عايز نوخشل بوخ يزدنجل دون مصم شدوك دون سند دائما على نوخشل لري دون نوخشل تعالي يوي دائما وي ديكنز في دوز تدو ويتعمل ويدو الدنيا جامع سنة لا عمل عايش وكيد عدوان حيل السيقي تمسي داخ وين خائنا شلا نيخ شلا حلقة وداخل ديك خلي نخ زملان شو عشينا ويدون هرسن متش كادون بعين شيش داك كريبش شيش دون داك يحرت تلقي دون يرشيش هوك شو دون تانا دون تانا دا قلق حجو متكوش بخش ديت يوي دون دالا تير سيده اش حقوچح دالا على محانيك انت منيك انت كانت اش خاستو وي بهندوش داخل ولقدون دالاتو وي مسيدون دالو بابول دا متكش بيركي بخشدون دا ملا يخشقي ديكل дошдон. Возрождение Хоя из руин происходило с использованием самых точных технологий, в том числе космическая топосъемка, которая позволила разглядеть даже основания сооружений, со временем ушедшие под землю. историко-культурные значения, охна мехала яца яйтверча, хор шиши бухт яхши хиллиола, размер хор сантиметр юстагит наква, так пачва истиада эматиден богой шоқи халви анчхенах и баонши и баинш лырье бог, что это картера, так дел гвенца пачом خنخوش داد الله هو قاطعن يرشل شيء إمباو شيء مجدك دقة صعب عيد غير غيت شو عمك شو يوقع دقة أست بجن خشلاق شلا عرض آخر يا هو إنش داخل يلين يلهورن بينا بيوق متابع وشو يخيل دولا نيقش تخيل نيت مقوتش متى دولار ستان بالبنا. Еще в процессе восстановления здесь не останавливался поток туристов, а теперь объект по праву стал одной из главных достопримечательностей Чеченской Республики. Интерес к нему будет только расти. Шамиль Эрсанбиев, Моусар Даудов, Джабраил Синеев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». В Чеченской Республике полным ходом идут работы по восстановлению фауны. На этой неделе в высокогорном Биное выпустили более 100 особей муфлонов. В акции принял участие Рамзан Хаджи Кадыров. Он отметил, что популяция животных скоро достигнет того уровня, который был до начала военных действий. Далее расскажет Амина Шахгириева. Развитие фауны Чеченской Республики – одна из приоритетных задач руководства регионом. По инициативе Рамзана Хаджи Кадырова уже принимаются различные меры по восстановлению животного мира. На этот раз в высокогорном Биное выпустили на волю более 100 особей муфлонов. Животных выращивают в вольерах-питомниках. Там они находятся 3 месяца. Теперь им будет легко адаптироваться в естественной среде. В рамках программы по возрождению популяции животных в республике заметно обогатилась дикая природа. Кроме того, растет число оленей, козлов и фазанов, которые ранее внесены в Красную книгу региона. Они были выпущены на волю еще в прошлом году. Акцер халга тур шерта ялин. 140 штук, а козяки 170 штук ушдается. Уже на воле, уже шайн датер. Животные прекрасно чувствуют себя в здешнем климате и не боятся людей. В ближайшее время в Ножеюртовском районе планируют завести еще и яков. Это способствует дальнейшему развитию туристической и охотоведческой отраслей, уверен глава региона. Амина Шахгириева, Ислам Али-Султанов при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Неделя». Современный, комфортный и гостеприимный. Именно так отзываются о Грозном все, кто бывал здесь хотя бы раз. Однако так было не всегда. После 2 военных кампаний столица была разрушена до неузнаваемости. Благодаря усилиям первого президента Героя России Ахмата Хаджи Кадырова и его команды Грозный вновь восстал из пепла. В ближайший понедельник город отметит 202-ю годовщину со дня основания. О его истории и современности расскажет Амина Шахгириева. Грозный, 2000 год. После окончания антитеррористической кампании в столице республики не осталось ни одного целого здания. Авиация бомбардировала город беспощадно. Это было ужасное зрелище. Здесь практически не было ни одного целого здания. Город был страшно разрушен.
представлял из себя прямо какие-то горы мусора. Здесь невозможно было узнать, где какой район, где какое место. Перед руководством региона стоял вопрос, нужно ли восстанавливать Грозный. Звучали предложения перенести столицу в Гудермес, но власти республики решили поднимать город из руин. Были разные скептики, которые говорили, что Грозный вообще невозможно восстановить, что его восстановят в лучшем случае лет через 50. И, конечно, это все огорчало нас, допустим, жителей республики. Но когда команда Рамзана Кадырова взялась за строительство и города, и республики, уже 100% появилась уверенность, что город будет отстроен очень быстро. Так оно и случилось. Грозный не просто восстановлен, а преображен до неузнаваемости. Здесь налажена вся необходимая инфраструктура. В возрождении столицы посильный вклад внесли и жители республики, поэтому и благодарность следует выражать всему чеченскому народу, уверены здесь. Очень был разрушенный, но восстановлен, слава Богу. Восстановлен и очень красивый. Он и так без праздников даже, он и так ежедневно улучшается. Люди довольны очень. Люди довольны. По сей день я вижу, что как меняется город, он вообще расцветает, почти каждый день строятся новые объекты. Ко дню города я желаю, чтобы мой любимый город расцветался так же, как и сейчас. Сейчас Грозный – это не просто уютный и гостеприимный город, но и центр притяжения туристов. Их, в свою очередь, впечатляет чистота города, приветливость жителей и, конечно, главные достопримечательности столицы – мечеть сердца Чечни, музей имени Ахмада Хаджи Кадырова, высотный комплекс Грозный-Сити и ряд других интересных объектов. Статистика показывает, что количество туристов, приезжающих в наш регион, имеет положительную динамику, более 40% каждый год, но из-за понятных причин, из-за коронавирусной инфекции и эпидемиологической ситуации в регионе, в этом году, конечно же, показатели очень сильно упали по сравнению с прошедшими годами. В связи с коронавирусной инфекцией мы сейчас направили все наши силы для проведения мероприятий по развитию внутреннего туризма и по ознакомлению и популяризации наших туробъектов среди местного населения. Современный, благоустроенный, комфортный. Сейчас о столице республики отзываются именно так. Выскобленный до блеска Грозный туристы часто сравнивают с Дубаем. Казалось бы, после таких изменений будет трудно чем-то удивить. Но Грозный умеет впечатлять и готовит для своих жителей и гостей много новых сюрпризов. Амина Шахгириева, Арпи Чекаев, Ислам Али Султанов. Неделя. В Грозном завершается строительство моста через реку Сунжа. Старая переправа находилась в аварийном состоянии. Она прослужила около 35 лет. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было решено реконструировать объект. Завершить работы планируют ко дню города. Подробнее смотрите далее в сюжете. Строительство моста было начато в декабре 2019 года. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, работы идут с некоторым опережением графика. Осталось совсем немного – нанести дорожную разметку и озеленить прилегающую территорию. Сейчас работники приступили к возведению барьерного ограждения. Объект почти готов к сдаче. Общая протяженность новой переправы составит 70,5 метров, ширина 16 метров. С обеих сторон двуполосный мост будет оснащен пешеходной и велосипедной дорожками. В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в прошлом году, в декабре месяце, была начата работа по реконструкции моста по улице Слободской. На данный момент все начатые работы завершены и остались работы по благоустройству. Одновременно на объекте трудятся около 30 человек, задействовано 4 единицы спецтехники. Реконструированный Бароновский мост, соединяющий поселок с центральной частью города, позволит еще лучше разгрузить транспортные потоки столицы. Старый мост был возведен еще в 1985 году. Прослужив десятки лет, он пришел в негодность. Новая переправа через Сунжу будет соответствовать современным требованиям безопасности и прослужит многие годы, обещают строители. Асхаб Зазалаев, Хаджи Мудаев, Джабрил Синеев. Неделя.
Чеченской Республике проходят ревизии точек проведения хиджамы, то есть кровопускания. Специалисты проверяют условия работы, наличие лицензии и соблюдение санитарных норм. Эти мероприятия проводятся в первую очередь во благо пациентов, чтобы предотвратить попадание инфекции и ряда других осложнений. Все подробности у Беллы Хамурадовой. Стерильность банок, техники работы и ведения пациентов. У хаджамов свои темы для разговоров. Всего в республике 1200 дипломированных специалистов по кровопусканию. В каждом районе есть главный хаджам. Они группами регулярно встречаются и обсуждают свою работу. تو استگ مگشل هلا کیریو اله اشت نظامی دبولش بوی هاش بوله اختونت أنا بالغ تبيش چون زميچاني يش ألق ديش وشورك ساتورولش наказать ونيجاتولش доля. После совещания группа хаджамов во главе с главным специалистом отправились на проверку кабинетов своих коллег. Проверяли наличие лицензии и условия проведения процедур. إذا شين هورن شين أدلنا إليه شو تجا ويك حديثنا إشتي هورن بانك تأوات وشو بانك شين أدلنا خليه شو تجا راح تبوش بوشار صبر ده شو وين شن تيد واقع إشتا نحس أقول بيش حالق سنة إشتا وين فيروس وما لازرش درجان ده إشت يبغى بوق تجا بيش بيك. Кровопускание обладает чудесными лечебными свойствами. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, наставлял: исцеление приносит 3 вещи: глоток меда, кровопускание и прижигание. Но я запрещаю своей уме делать последнее. Изабелла Хамурадова, Мовса Даудов, Имран Абазаев. Неделя. В Грозном прошла акция «Жизнь без ДТП». Ее организовала наша телерадиокомпания совместно с ГИБДД по Чеченской Республике, а также молодежными объединениями «Ахмат» и «Юные кадыровцы». خدار پیامبر علیه الصلاة والسلام خوبه نظام لردر ده وصل لرولر ده شیء داخر نه داخر لردر از مول دونه اشتا از Такие профилактические мероприятия проходят по поручению Рамзана Хаджи Кадырова. Волонтеры раздали водителям информационные буклеты. Они подготовлены группой ученых-алимов телеканала. Сегодня с проводимыми мероприятиями подобного рода, которые делают эти ребята, не знающих гораздо меньше, потому что колоссальный объем работы проводится в любом случае. Вам, ребятам, за такое дело спасибо, потому что действительно очень запросто можно проморгать какое-то событие на дороге. И точно так же всем хочу пожелать на дорогах зеленого света и дал это больше массы. На бульваре Эсэмбаева прошла выставка современного чеченского искусства. Участники представили ручные изделия из керамики, авторскую одежду и аксессуары. Не пропустили такое событие и местные художники. Они представили впечатляющие натюрморты и пейзажи родного края. О том, как проходила выставка, расскажет Изабелла Хамурадова. Когда-то детская мечта, а теперь дело всей жизни. Магомед Амин Бачаев профессионально пишет картины уже 20 лет. Он владеет различными техниками акварельной живописи. Помимо этого, он своими руками изготавливает изделия из керамики. Я заканчивал наш университет графики и факультет искусства. Я класс тоже по направлению керамики, тоже с университета. Выезжать на месте зарисовок, доканчиваю работу. Бумзи – сравнительно молодой, но уже известный бренд. Футболки с изображением национальных героев популярны среди молодежи. Также особое внимание привлекают ювелирные украшения с чеченским орнаментом и атрибутикой. Данное мероприятие носит название «Выставка современного искусства Чеченской Республики». И на этот раз мы провели данную выставку, пригласили сюда разные команды, компании. Сейчас мы решили больше акцент сделать на художников, показать людям наших молодых художников, которые достаточно известны в сети. На выставке люди могут не только погрузиться и насладиться искусством, но и попробовать блюда национальной чеченской кухни. Расскажите, что у вас? Это называется сискалтёпш. Готовится это из кукурузной муки. Это обжаренное масло. Это просто запеченное в печи. В основном подается вместе с сискалтёбером. Мероприятие организовано Министерством Чеченской Республики по туризму. Подобные творческие представления в столице проходят регулярно. Они направлены на развитие и популяризацию внутреннего туризма и культуры региона. Изабелла Хамурадова, Арби Чакаев. Неделя.
Срок перевода пенсии на карты МИР продлен еще на 3 месяца. Те, кому пенсии и иные социальные выплаты приходили на карты иностранных платежных систем Visa или MasterCard, должны оформить карту МИР до конца текущего года. Для этого необходимо обратиться в ближайшее отделение банка. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и пенсионное удостоверение. Как правило, карта оформляется в течение 10-14 рабочих дней. У пенсионеров также сохранится возможность получать пенсии альтернативными способами. Многие пенсионеры уже осуществили переход на карты МИР, однако осталась часть пенсионеров, которые по тем или иным причинам не получили карты МИР. В связи с этим Банком России было принято решение о продлении срока перехода на карты МИР до 31 декабря 2020 года. И на этом мы завершаем наш выпуск. Хороших вам новостей. Ади Кюэлшу, Марш Ойл.